Добрый вечер. Пожалуй, сейчас в контексте пересменки власти нет более любимой темы у обычного абхазского обывателя, нежели интересующаяся политикой, нежели обсуждение кадрового вопроса. Вот, если москвичей, по мнению классика Булгакова, испортил квартирный вопрос, то абхазов наверняка, я думаю, испортил кадровый вопрос. Ну, в общем, мы решили действительно не отрываться от масс. Тема очень актуальная. И именно о кадрах в более широком таком понимании. Сегодня мы поговорим с депутатом парламента Асланом Кубахи и юристом Народного собрания Зариной Габеевой. Так что сразу давайте приступим к существу дела. Конечно. Впрочем, сегодня мы будем говорить не только о кадрах, но и о законопроекте о госслужбе, который регламентирует работу чиновников. Этот законопроект он уже находится в парламенте, и как я понял, в ближайшее время он будет запущен на обсуждение, и там чтение разные пройдет, и там в короткое время обещают, и если опять же не вру, что-то не путаю, обещают, что этот законопроект будет принят. Но в принципе начнем мы все-таки с нынешних реалий, тем более вот сейчас все как-то вдруг приготовились и думают, сейчас законопроект будут обсуждать, да, и все заснут у телевизора. Нет, мы поговорим все-таки. Мы о существе чиновничьего дела, конечно, поговорим, о чиновниках вообще, и что изменится в конечном итоге после принятия закона. Я начну, наверное, с самого такого, такого общего, популярного, да, тем более сейчас вот инаугурация, потом президент Хаджим доверит, назовет имя будущего премьера, и потом этот будущий премьер будет формировать правительство. И вот я, наверное, Аслану Алексеевичу задал вопрос, тем более один из ближайших соратников Рауля Джумковича, и наверняка они не раз эту тему обсуждали, вообще на каких принципах будет формироваться это правительство, вообще какие критерии, какие задачи, как все это подбираться будет, потому что слухов масса, да? В частности, даже по вам, то есть всякие слухи, то есть я слышал, что вы возглавите администрацию города, я слышал, что вы возглавите правительство. Тут, правда, некоторые заволновались резко. Я слышал даже, что вы возглавите Рытинский национальный парк, то есть разные, там столько всяких мест, что... Да. Ну, сразу начну с конца, да? Да. Начну с конца. Я являюсь депутатом парламента и никуда не собираюсь уходить. Это раз. У меня народный мандат. Все, запомнили, он не уходит. У меня есть народный мандат, я с большим уважением отношусь к своим избирателям. Нам надо очень многое сделать, я об этом и в интернете писал. Всякие эти слухи, я не знаю, зачем вообще они распространяются, кому это надо. Если честно признаться, с Раулем Димковичем мы очень редко говорили вообще о кадрах, потому что есть у каждого свои права и обязанности. Не, мы о принципах. Принципы он неоднократно озвучивал во время предвыборной гонки. Никто, кто знает Рауля Димковича, все прекрасно понимают о том, что это трудоголик. Это человек, который умеет и хочет работать. Это человек, который может работать 24 часа в сутки. Вот. Человек очень принципиальный и требовательный. Я думаю, что прошли те времена, когда чиновники брали людей по принципу хорошей пари. Это надо заканчивать. Это принцип хорошего парня. Наш народ чуть в пропасть не увел. Этих хороших парней, которые по 5-10 лет, а может даже и больше сидящие, не дающие никакого результата, мы навидались. И, соответственно, с этим надо заканчивать, и что-то надо делать. Рауль Димкович это прекрасно понимает. И принцип будет однозначный. Профессиональная составляющая, чтобы человек, назначая на ту или иную должность,
давал результат. Не будет результата, надо быстро с этим человеком прощаться. Скажите, пожалуйста, вот будет ли соблюдаться принцип коалиционности или более широкого представительства? Ну, я не знаю, что такое коалицион. Вообще, честно говоря, коалицион. Что за коалицион? Не, ну, будут смотреть там партбилет там или еще да, что-нибудь. Ну, я считаю, что с этим надо, понимаете. Я не знаю, вот на этом этапе действительно там был координационный совет, куда входили руководители разных общественно-политических организаций. Где-то что-то они будут через призму могут смотреть, вот, то, что вы говорите. Но помимо людей, которые в координационном совете состоят, наше общество большое, и люди разных политических взглядов. Вообще люди есть, которые в политике не принимали никакого участия, но они знают свое дело прекрасно, их можно привлекать. И опять-таки, никакой коалиционности не может быть, потому что есть Конституция. Есть президент, есть права и обязанности президента. Ну, в предвыборной кампании были разговоры об этой коалиционности. И права и обязанности президента. Это еще никто не отменял, и вряд ли когда-нибудь в нашей стране его отменят. Вы здесь правильно говорили, что с Раулем Дюмковичем мы уже многие годы действительно являемся соратниками, друзьями. Но даже я себе никогда не позволю, допустим, лезть в его дела. Это просто разрушить нашу дружбу. Потому что народ мандат свой, доверие не Аслану Губахе дал, а Раулю Хаджимбу. Соответственно, принимать будет решение Рауль Хаджимба, и он нести ответственность будет перед народом. Это мы понимаем. Рауль Хаджимба. И он будет принимать решение. И тот, который не справится с обязанностями, сейчас для меня абсолютно, я это часто говорю, для меня абсолютно все равно, кого куда назначить. Для меня будет не все равно, если этот человек не будет давать результат. Самое главное – результат. Пусть его внешний вид мне будет не нравиться, народу будет. Результат. Вот мы знаем же свои больные места, что можно, допустим, на первом этапе. Да, вот мы говорим, там экономика, это этапность, это всем понятно. Правоохранительная система. Там ситуация крайне сложная. Туда должны прийти люди, которые, знаете, с первой минуты, с первого дня должны совершенно в другом русле работать. С этим делом надо заканчивать. Если мы в стране не наведем порядок, а народ это должен увидеть в течение месяца, 2, 3, полгода максимум. Дальше люди ждать не будут. И люди моментально, если этого не будет, результатов не увидит народ, то руководители этих структур должны понимать, что дальше ждать никто не будет. Вы знаете, как раз мы вот хотели поговорить о законе о госслужбе, который вот сейчас обсуждается его проект. Мы знаем, что хорошие отзывы существуют по этому поводу. И вот вопрос вам, Зарина, как вы считаете, насколько этот закон вот сейчас актуален и действительно необходим? Ну, вы знаете, Валерий, он был необходим вчера. Позавчера, да. Насколько я знаю, у нас ни один госслужащий, я могу ошибаться, по крайней мере, органы исполнительной власти, аппараты органов законодательной власти не были приняты на основе конкурса. Да? То есть принимались, естественно, государственные служащие на основе, наверное, там, профессиональных, может быть, каких-то качеств, но это был субъективный взгляд руководителя, который принимал на данные должности государственных служащих. Этот закон, он является, на мой взгляд, и на взгляд не только рабочей группы, но и, наверное, общества в целом, очень актуальным на сегодняшний день, потому что он внесет в себе ряд правовых новелл, которые наше законодательство сегодня не знает. Он несет в себе такие изменения, такие новшества, как конкурсная основа при принятии на государственную службу. Он несет в себе, на наш взгляд, на взгляд рабочей группы разработчиков закона, очень актуальную норму по квалификационным требованиям для определенных должностей. То есть, когда этот проект, если он будет одобрен парламентом и принят, нельзя будет принять, допустим, на должность руководителя гражданина, который ни года не проработал в соответствующей структуре государственной власти. Знаете, здесь у нас также в этом проекте он содержит в себе разделение.
Государственная служба у нас помимо там налоговой, дипломатической и так далее, мы наибольший акцент делаем на государственную политическую службу и на государственную административную службу. В государственную политическую службу будут входить определенное количество должностей, должностных лиц. То есть это президент, вице-президент, это депутаты парламента, министры, кабинет министров в целом. Это будет, ну, там достаточно большой перечень, да, там сейчас могу просто, он очень развернутый, этот перечень. И дело в том, что порядок назначения и либо избрания данных должностных лиц, которые будут подпадать под государственную политическую службу, это регламентируется иным законодательством. То есть это закон о кабинете министров, это Конституция, да, в Конституции у нас написано, что как назначаются министры, как формируется кабинет министров. А в эту сферу компетенции данный закон эту сферу компетенции не регулирует. А что касается государственных административных служащих, то здесь, конечно же, этот проект закона, он полностью регулирует всю сферу, начиная от принятия на работу и заканчивая, соответственно, увольнением с работы. Вообще там, я так понял, все-таки там предусмотрен некий карьерный рост в зависимости от стажа работы, от уровня квалификации, то есть это постоянная периодическая сдача там экзаменов и так далее. И, естественно, из этого зарплата тоже начисляется, там различные надбавки существуют. Вообще, насколько это, допустим, будет как бы соответствовать, допустим, тем реалиям, бюджетным реалиям, учитывая то, что у нас как бы всегда с деньгами проблемы, и мне кажется, все-таки этот закон так принимается, исходя из того, что зарплата чиновника будет более-менее нормальная. То есть это, наверное, будет как-то странно, если будет надбавка там 100-200 рублей, исходя из того, что там зарплата сейчас 5000 рублей, да, то есть это как бы ничего не решает и особого какого-то энтузиазма не вызовет. И значит, вот как бы вы исходите из того, что этот закон принимается уже при хорошей зарплате, естественно. Может ли так получиться, вот как у нас Ахтзапша, кавалеров там 2000, да, допустим, человек, и у нас все квалифицированные, как служащие, суперквалифицированные, да, а выяснится, а специалистов реально может так и не быть. Ну, вообще, на самом деле, там... Так не бывает, квалифицированные. Ну, то есть они там какого-то все там 7-го, 8-го, там сколько у нас там 15 рангов, да, вот как в царской России там еще по проекту. Да, Петр I в свое время, да, эту систему табеля ранга. Да, табеля рангов принимал, и мне кажется, все-таки на бумаге это все может красиво звучать, но как на деле будет. Здесь вы поймите одно, вот Зарина озвучила основные тезисы этого закона. Мне очень нравится, но помимо закона есть еще реформа административного госуправления. Реформа госуправления, которую осуществляют органы, это президент, кабинет министров и все остальное. Соответственно, нам надо сперва в нашей стране определиться, сколько нам нужно вообще чиновников. Сколько они у нас есть. Нужна ли нам такая армия чиновников? Любой вам скажет, что нам не нужна такая армия чиновников. У нас чиновников в 2 раза больше, чем людей, работающих в реальном секторе экономики. В реальном секторе экономики. Соответственно, если, я убежден в этом, одно, что людей в 2 раза больше. Эти люди реально не задействованы. Они, если не мешают, то не помогают реальному человеку. Нашему обществу они не помогают. Надо признать. Огромное. Люди путаются под ногами друг у друга. Надо посмотреть. Это все задача новой команды, задача президента и его новой команды. Соответственно, с таким чиновничьим аппаратом мы и 2 шага вперед не сделаем. Есть, Валер, дайте договорю. Вот, есть действительно, где не хватает. Вот есть, меня это часто, я спрашиваю, вот вы берете, вот допустим, нам в МВД надо там 2500 человек. Кто это посчитал? Почему нам 2000? А почему нам не 1000 человек? Но заработная плата 50 000. Знаете, ну почему эти 200? Вот в советское время там кто-то насчитал,
Знаете, где-то кого-то там прикормил, там в Штаты спустили и тому подобное. Вот и оттуда мы все и крутим. А сколько у нас сегодня людей? Что нам надо? Как нам надо? Самое главное, платить людям надо. За 1000 рублей он тебе никакой работы не сделает, он зарплата, это не зарплата, это пособие. Это дело, да. Вот на самом деле тут в законе предусмотрена такая квалификация, и там все по рангам и так далее, и естественно заложен такой очень справедливый, по-моему, принцип, когда в связи с тем, что человек приобрел опыт, у него есть стаж работы, повышается его квалификация, ему присваивают какой-то ранг, соответственно растет и зарплата. Я же правильно понимаю, это правда? В таком случае, вот просто я в поддержку вопроса Инала хочу сказать, что, конечно, этому должна быть подготовлена какая-то финансовая база. Конечно, просто, да, вы сейчас дали на это ответ, конечно, мы будем ожидать, что вот этому законопроекту, который пройдет, будет оказана, конечно, соответствующая финансовая поддержка, в смысле будет база под этот закон. Вот как все вообще, все наши законы, которые вновь идут, они должны быть обеспечены какой-то финансовой базой. Есть у нас для этого предпосылки? Еще раз я его вопрос задаю. Да, вот я сразу хочу вам ответить. Вот на что мы будем рассчитывать вступит в силу, случае? Когда вот в 3 чтениях парламента пройдет, вступит в силу, когда президент его подпишет. Соответственно, это реформа органов государственной власти. Это большая реформа. Это большое потрясение для многих, кто там годами отсиживал, ничего не делал. Это тот документ, который ждет, я вам честно скажу, Рауль Дюмкович. Он ждет, он в курсе всего, он знаком с этим документом, есть у него какие-то замечания, это всего лишь проект. Вот, и соответственно, а как проводить реформы? Все, мы хотим лучших из лучших. А как выбирать лучших из лучших, если не будет конкурсной основы? Совершенно справедливо сказано. Вот, соответственно, мы здесь должны понять, здесь органы государственной власти сперва должны определить, сколько им надо количество, а потом этот закон им позволит на конкурсной основе все это набрать. И заработная плата, я убежден, будет высокая. То есть и людям оптимизация, конечно, сокращение. Конечно, однозначно. И заработная плата будет соответственно, и людям будет интересно принимать в этом конкурсе участие, и людям будет интересно расти. Пришел к тебе там родственник, как обычно, да, вот посмотрел, да, звонишь ты, да, у вас там есть вакантное место, когда конкурс? Там такой-то 15, дорогой мой родственник, пойди там 15 числа конкурс, выдержишь конкурс, будешь работать, не выдержишь, значит домой пойдешь. Но это вот как бы так, так оно и будет. Реальности. Реально абхазское общество, у нас же было время, когда попытались все закрыть, знаете, все, никто вроде бы ничего, даже элементарную статистику люди не могли получать. Не получилось, лопнуло это все. Невозможно, мы слишком маленькое и открытое общество. Это испокон веков у нас. Абхазское общество закрыть невозможно, это никому никогда не удастся. И тот, кто думает, что он может что-то укрыть, закрыть, он глубоко ошибается. Я хочу поддержать моего коллегу уже дважды и просто хочу продолжить этот вопрос, Зарина, чтобы вы ответили. Вот насколько эти конкурсы не станут формальностью и чиновников будут подбирать не по старым принципам, как это у нас заложено, это все-таки система у нас была такая и есть до сих пор еще. Ну, по крайней мере, я сейчас немножко добавлю, у нас все-таки конкурс еще по приватизации, да, то есть прописаны на... Но не делали. Никогда не проводились. Нарушение закона. Уже лет 10 они как прописаны. Ну, вас уверяю, что это все закончилось. Вот это я точно могу сказать. Я знаю позицию президента, он никогда не нарушит закон. Это все закончилось. И все вот эти, и многие вопросы, многие вопросы, которые незаконно делалось. Есть, знаете, надо смотреть, что там натворено. Это было грубое нарушение закона. А это что? Это попустительство главы государства. Зарина, все-таки, да, вот что заложено в законе для того, чтобы вот не допустить подбора чиновников вот по старым принципам? Ну, как вы уже сказали, естественно, это конкурс поступления гражданина на государственную административную службу. Оно осуществляется путем проведения и прохождения им конкурса, естественно.
Также, если открывается какая-либо вакантная должность в государственном органе, руководитель уже не сможет повысить своего человека, своего служащего, просто потому что субъективное его мнение соответствует тому, что он достоин занимать более вышестоящую должность. Опять же, открывается вакантное место, объявляется конкурс. И почему здесь в законе заложено, что конкурс проводится на основе открытости, гласности, равноправия и справедливости. Да? То есть все граждане, которые подпадают под квалификационные требования соответствующей должности, на которую открывается вакантное место, они имеют право претендовать на занятие этой должности. Неважно, работаю я в этом органе 20 лет или я не работал в государственном органе, если я подпадаю под квалификационные требования, я имею право наравне с человеком, который проработал там определенное количество времени, претендовать на эту должность. И уже комиссия, которая будет утверждаться соответствующим органом, она будет определять, кто из претендентов подходит наиболее больше. Где вообще объявляться будет? Это объявляться будет, мы предполагаем, пока это проект это еще, да? сайт будет или еще что-то? Конечно. Вообще хорошо было бы, чтобы был сайт. Конечно, это должно быть на сайтах, да, или органов, министерства, да, государственной власти, естественно. Это должно быть в средствах массовой информации, такая информация должна проходить, и уже граждане будут знать. И обязательно квалификационные требования. То есть я, гражданин, буду знать, подхожу я под квалификационные требования, в отрыве от того, что мне придется, какую квалификацию мне еще придется, значит, проходить по конкурсу. То есть по конкурсу я должна буду знать Конституцию Республики Абхазия, должна буду знать законодательство о государственной службе, а оно очень объемное, как вы видите. И я должна буду знать законодательство, которое устанавливает компетенцию того или иного органа, в который я собираюсь прийти. Но вот, если вы позволите... Я просто добавлю, да, Зарина. Да. Тут вот еще дальше есть 4-й пункт, да, где говорится о проведении конкурса должны быть выявлены познания участников в следующих областях, то, что вы перечислили, да, плюс проверка логики. Да, конечно. Умение ориентироваться в различных ситуациях. Мне интересно. Политических, наверное. Не перебивай. Да. Сориентировались. Обоняние тоже будет как-то присутствовать. Проверка логики, умение ориентироваться в различных ситуациях. Вот вы мне скажите, а кто будет это как бы определять? Знаете, как это, как правило, кто такой определяется? мастер у нас, чтобы проверить и логику, и умение ориентироваться? Раньше мы знали, кто определял, сейчас не знаем. Из теории законодательства о государственной службе следует, что такие сферы наличия, да, таких качеств у гражданина, они проверяются соответствующими задачами. То есть у каждой государственной должности должна быть своя должностная инструкция, чего нету во многих наших государственных органах. То есть очень часто граждане, которые занимают ту или иную должность, кроме трудового контракта, где установлены общие права и обязанности, у них нет должностной инструкции, где четко было бы написано, что они имеют право, что они обязаны, и какая у них за это ответственность, за несоблюдение этой должностной инструкции. И в данном случае, не скорее всего, а предполагается, что вот эта проверка логики и умение ориентироваться в различных ситуациях, она будет предполагать собой задачи, которые будут следовать из его прав и обязанностей. Да? То есть какая-то задача, как вот поступить в такой-то ситуации. И уже комиссия будет оценивать данный результат. То есть умение ориентироваться — это чисто в профессиональном смысле, да? Конечно, это не в политическом. И вот, Валера, если вы позволите сказать о том, что конкурс, да, мы говорим, что это для нас новое, вот этот закон, он вводит новеллы в данной сфере правового регулирования, однако нет. Конечно, вот так вот подробно расписан, то есть подробно регламентирован конкурс, как в этом законе, у нас сегодня в проекте закона, у нас сегодня в законодательстве нет. Но сегодня мы все знаем, что президент вступает в должность, и аппарат органов исполнительной власти, они становятся исполняющими обязанности, и, соответственно, они будут приниматься на свои должности, либо не на свои должности, да, не знаю. С ними будет заключен новый трудовой договор, заключаться. И наш кодекс законов о труде еще в 2010 году предусмотрел норму,
что трудовой договор со служащими органа исполнительной власти и аппарата выборного органа, он заключается в соответствии с результатом прохождения конкурса. У нас эта норма заложена в 2010 году. И скажите мне, пожалуйста, какой-нибудь орган государственной власти хоть раз осуществлял прием на работу с 2010 года лиц по конкурсу? Нет, потому что у них, соответственно, я уверена, что сегодня у них нет положений. Я думал, я сейчас буду отвечать на него. У них как мне выкрутиться? У них нет положений, которые бы регламентировали прохождение конкурса. Они его не приняли. И сегодня, вот уже, как я сказала, да, еще вчера или позавчера, они должны принять вот это положение о конкурсе. Понятное дело, что этот закон не вступит в силу после инаугурации, да, и президент не сможет, и руководители органов исполнительной власти, они не смогут принимать сотрудников по этому проекту закона. Но можно воспользоваться нормой, нужно воспользоваться. Вернее, даже не нужно, а мы обязаны воспользоваться нормой. Это да, закон. Это закон, и мы его нарушаем. Если сегодня опять сотрудники органов исполнительной власти будут приняты вне конкурса, то это будет нарушение Кодекса закона о труде, который вступил в силу еще в 2010 году. Зарина, я не скажу, что я очень внимательно прочел, но внимательно так смотрел, интересовался. Смотрел картинки. Да, законопроект этот рассматривал, да, и я вот там не увидел вот отношения. Вот это меня всегда волнует, когда мы говорим коррупция, потому что у нас сложно определить, где власть, где бизнес. То есть они так срослись, что я вот пытался найти все-таки, вот где эта разделительная черта проходит, по крайней мере вот в этом законе о госслужащих. Да, там есть какой-то отдельный момент, там конфликт интересов, но как-то так размыт. Я пытался, думаю, там может зацеплюсь, но ковырялся, но вот все конфликт интересов. Да, не выковырял, да. Как вообще нынешнее вот законодательство регулирует, да, вот если этот закон будет принят о госслужащем и так далее, власть, вот чиновники, бизнес, вот их отношения, да, он пришел, регулируется ли вообще? Регулируется, а то у нас самый лучший бизнес это все-таки чиновнический, беспроигрышный такой. Знаете, вот этим законом мы, конечно, решим очень многие проблемы, но мы не решим все проблемы. Нам необходимо, вот мы когда этот закон вносили в парламент, вот Аслан Алексеевич вносил в порядке права законодательной инициативы, там есть целый перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принимать в пакете, да, то есть когда этот законопроект он будет принят в первом чтении, уже потом последует принятие. Но здесь также для его полной реализации необходимо принимать закон о борьбе с коррупцией, да, ну так условно его назовем, о борьбе с коррупцией. В этом законе это не заложено, потому что мы не можем в проекте заложить то, чего нет в действующем законодательстве. Но сейчас, Инал, я понимаю, о чем вы говорите о том, имеют ли право чиновники заниматься бизнесом, да? Да. То есть по данному проекту. Возможно, сейчас меня полетят камни, но скажите мне, пожалуйста, это не касается руководителей, это не касается министров, для которых отдельное законодательство, где есть соответствующие запреты, потому что они обладают властными полномочиями, и они могут влиять на какой-то бизнес, если у них он будет, так ведь? Но скажите мне, пожалуйста, насколько мы сегодня имеем право в зарплату 5000 рублей, да, закладывать то, что обычный референт, не знаю, там, комитета какого-либо или правового отдела... Нет, речь идет не о том, что, допустим, какой-то референт имеет какой-то магазинчик, да, он там работает, я не знаю, в Минздраве, а там торгует там сникерсами. Да. Речь не об этом идет. Речь идет там о чиновниках, которые, допустим, это не обязательно министр, он там может возглавлять государственное там предприятие огромное, да, там целую монопольную отрасль, да, и потом вот в этой отрасли он и вдруг открыл свою такую же как бы идентичную той отрасли фирмочку, которая там, будь то это в туризме там, или где-нибудь там в энергетике, я не знаю, у нас это как бы сплошь и рядом. Да, то есть здесь конфликт интересов происходит, ты там, допустим, возглавляешь Нацбанк, у тебя есть там банк свой. То есть происходит конфликт интересов, и мы как-то все это сквозь пальцы смотрим, а потом приходим к выводу, что у нас там целые отрасли в каком-то катастрофическом положении. И у меня предчувствие такое, вроде бы эти отрасли в катастрофическом положении, потому что есть конфликт интересов. Ты начинаешь работать на свое там предприятие, и потом у тебя такой перекос происходит. И мне кажется, все-таки вот такие вещи, они должны быть, и даже вот, может, я не юрист, но я всегда
всегда пытаюсь найти свое, да, если госслужащий, я хочу увидеть, чтобы он не занимался там вот в это время там своим бизнесом, да, он может быть профессионалом, но когда весь его профессионализм уходит, находясь на госслужбе, уходит там в свой бизнес, мне кажется, лучше бы он не был бы профессионалом, потому что он это очень профессионально как бы уводит там государственные активы там в свою собственность. То есть, и мне кажется, очень важно, если вот такие моменты хоть как-то будут прописаны, что... Да. Ты не согласен? Я согласен. Нет, я должен сказать, что ты против коррупции замечательно задал вопрос, великолепно на него ответил. И я даже хочу сейчас несколько продолжить это дело. И тоже, наверное, вот в твоей стилистике задать вопрос, самому ответить тоже получится, может быть. Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, вот в некоторой степени она заложена вот в статье 20, где говорится о декларировании доходов государственных административных служащих. Нет, одну секунду. Декларирование — это не просто декларирование, я написал и все такое прочее. Там должна быть ответственность. Правильно, конечно, мы знаем. Конечно. И чиновник, и тот человек, который идет на должность, да, вот, хочет стать чиновником, он должен знать, что там зарплата невысокая. И он должен будет показать действительно свои доходы и должен будет, наверное, как-то объяснить себе, обществу и семье, каким образом может и рассчитывает существовать вот на ту, прямо скажем, скромную зарплату. Зарплата должна быть высокая. Но если вот учитывать те положения, где говорится о рангах, да, о квалификации, то с самого начала человек не будет иметь, судя по всему, высокую зарплату, потому что в соответствии с рангами, ростом рангов, ростом квалификации, вот тогда будет повышаться его зарплата. Мне кажется, что вот то, что касается декларирования доходов в государственных административных служащих, это, ну, это, конечно, не борьба с коррупцией, да, но во всяком случае это много объясняет. Декларации, да, вот у нас по закону о выборах президента, у нас каждые выборы мы заполняли декларации. То есть мы у кандидатов президентам толком не могли проверить, насколько они соответствуют действительности. Как ты проверишь такого огромного количества госслужащих? Ну, ты меня извини. А тогда зачем этот пункт был? На что ты намекаешь? Необходимо. На что ты намекаешь? Что это совершенно пустой пункт декларирования доходов? Я сомневаюсь. Я еще говорю, мне посомневаться. знаете как, вот я хочу, вот вы долго говорили. Мы все время сомневались. Надо понимать, что это совершенно новый закон. И это действительно будет на конкурсной основе. И туда люди пойдут. Ну, ты понимаешь, если ты зарплату установишь 1000 рублей, люди не пойдут. У нас вот здесь вот, у вас был начальник ГАИ, да, который... Пойдут. Минутку. У вас здесь был начальник ГАИ? Да. Вот он жаловался о том, что у него в городе не хватает людей. Там тоже есть зарплата. Сложная, тяжелая работа. И по району, по всей республике Абхазия. Ну не идут же люди. А безработица у нас большая. А почему не идут? Что происходит? Почему так? Здесь очень много вопросов. Вот так сказать, что вот конкурс, вообще надо всегда понимать одну вещь. Я к этим вещам очень плохо отношусь. Человек, который занимается бизнесом, и лезет на государственную службу. Это уже сразу надо понимать, что под сомнение надо ставить его участие. В законе это оговорено. Да. Понимаешь, не должен заниматься, правда же? Вот. Если человек действительно занимается бизнесом. Надо напугать. Зачем? Спрашивается, он же туда идет с какой целью? Ну, может, он заработал своих денег. Ему слушайте, служба, государственная служба, это не аттракцион, где повеселиться. Знаете, это рутинная работа. Но тут много. Знаете, работа порой неблагодарная. Человек богатый. Зачем? Зачем это все ему надо? Задается же вопрос. Нет, тут идет вопрос о квалификации. Аслан, я вам скажу следующее. Этот человек имеет какой-то опыт в этой профессии, он может быть хороший менеджер, он действительно организовал дело, сделал какой-то банк. Валерий, можно я задаю вопрос, почему люди вообще работают? Продвинуть. Объясните мне, пожалуйста, почему, сумасшедшие, что ли? Почему человек работает? Чтобы заработать на жизнь.
Ну, не только. Ну что, а что даже делать нечем? Для того, что нечем себя занять, что ли? Нет, я другой, я не об этом говорю. Человек почему ходит на работу? Почему ищет работу? Вообще, почему идет на работу? Для того, чтобы зарабатывать на жизнь. И реализовать себя профессионально. Понятное дело, потому что это же, опять-таки, вы выбрали профессию, вы хотите себя реализовать. Вы хотите там зарабатывать деньги, вы не просто там присутствуете. Но это не первое все-таки. Мы берем, надо истинные вещи говорить. Надо же понимать, что вы себя там хотите реализовать. Правильно говорите? Ну, знаете, и вы хотите, чтобы ваш труд оплачивался. Правильно. И хорошо. Все. Хотим, чтобы если ваш труд там не будет оплачиваться, то вы туда не пойдете. Правильно? Пришли же. Не, я говорю, вы же туда не пойдете? Не пойдете. А вот я не могу понять, что богатый человек там потерял. Потому что вам идти некуда, может быть. Вот мне Послушайте, почему вы исключаете, что богатый человек не может управлять каким-то определенным направлением, иметь в этом опыт, и талант? Есть такие люди, я согласен, что есть такие люди, есть единственные. Но я же вижу многих, многие идут из своих корыстных побуждений, это правильно. Я помню, в парламенте у нас избирали одного человека, который через парламент должен был утверждаться, работал, имеет бизнес в Москве, богатый человек. Мы у него спрашиваем, ты что здесь потерял? И так у нас рабочих мест здесь мало. Ты что? Вот если, говорит, вы меня изберетесь, я вернусь в Абхазию. Понимаете? Но он богатый человек, идет на заработную плату там 7 или 10 тысяч рублей. Все-таки я в это не верю. Понимаете, я в это не верю. Аслан, это действительно у нас тут любое мнение может присутствовать, кроме безобразного. Но я вам скажу, что это вот ваше мнение. С этим можно не согласиться и можно очень поспорить. И это отдельная тема для разговора. Что здесь спорить-то? Я убежденный сторонник того, что человек трудится и получает соответствующую зарплату за этот труд. Вы знаете, как человек, который не учитываете то, что богатые люди успешные, они не из-за того, что они исключительно хапуги какие-то, а по каким-то профессиональным качествам. Человек, который трудится, он должен за свой труд получать. Это за свой труд получать. Мы в первую очередь. Ну, еще мы здесь спорим. Слушайте, да. Я хочу вернуться к декларированию дохода, статью 29. Здесь говорится о том, что нужно будет всем представлять декларации. С другой стороны, в главе 5 говорится о прекращении государственной административной службы, и тут есть пункт, где сказано, что непредставление или представление государственным административным служащим неправдивых сведений о его доходах. В связи с этим может быть прекращена государственная административная служба. Инал говорил совершенно справедливо, он заметил, кто будет за этим всем надзирать, кто проверит это все, кто конкретно будет заниматься определением этих представленных сведений о доходах. Я уже как говорила, здесь это всего лишь одна часть того большого механизма, который должен начать работать. Это будет подпитано законодательством, которое должно быть принято в развитии этого закона. То есть о декларировании доходов государственных административных служащих должен быть принят отдельный закон, который будет... Здесь всего лишь написано, что они обязаны, а этот закон будет раскрывать, каким образом они будут это делать. Потом будет... Это моральные обязательства или с какими-то последствиями? Нет, это, естественно, они должны быть с последствиями, последствия должны быть установлены в нашем административном либо в уголовном кодексе, да, то есть какая-то ответственность за недостоверную информацию гражданин должен нести. И это все будет уже в развитии этого закона, даже когда он будет еще законопроектом, это законодательство будет подготовлено и, я надеюсь, принято парламентом. Очень тоже интересная глава, статья 27, аттестация государственных административных служащих. Здесь есть такое положение. Общим принципами аттестации государственных служащих является, это несколько мне сложно представить, объективность, беспристрастное, непредвзятое отношение к аттестуемому государственному административному служащему и его деятельности в государственном органе. Объективное, беспристрастное, непредвзятое отношение, это само собой, наверное, должно подразумеваться. А вообще, кто будет и каким образом будет формироваться тот орган, наверное, или, скорее всего...
комиссия, да? Да, комиссия. Да, каким образом, вот по какому принципу эта комиссия будет подбираться, и что будет происходить вот со всеми этими пунктами, каким образом они смогут все это определить? Если эта комиссия, как предполагается, она не будет состоять из сотрудников данного органа, да, то есть эта комиссия... Да, вот то есть кто будет туда? Да, она это на период аттестации только будет. Да, на период аттестации будет создаваться комиссия, так как мы здесь из этого законопроекта видим, что аттестация будет проводиться один раз в год, один раз в 3 года. То есть эта комиссия будет создаваться. И там должны быть, в этой комиссии должны присутствовать такие граждане, которые не будут знать, допустим, каким образом этот сотрудник работал, да, им это все будет представляться в документарной форме, и они будут оценивать непосредственно уже знания, профессиональные навыки и те должностные, отвечает ли сотрудник тем должностным критериям, которые записаны в его должностной инструкции. Кстати говоря, если мне не изменяет память, в таможне уже лет 10. Да, у них есть специальный закон, конечно. Это еще при мне мы это ввели. Вот. И я думаю, что так должно быть во всех ведомствах быть. Это раз. И это есть администрация президента, которая это должна все контролировать. Вот. В случае вступления в закон это первым долгом. Кто заинтересован в качественном подборе чиновников? Президент и его команда. Соответственно, администрация президента этот закон должен жестко отслеживать. И все эти комиссии, как формироваться. Вот, это инструкции в каждом ведомстве, как это все будет делаться. Там они будут на месте определять. Вот. И одно, что вот эти конкурсы, потом аттестации, говорит о том, что законодательство идет вперед. Особенно аттестации. Люди должны постоянно следить за... Я вам могу сказать, вся наша беда заключается в одном. В чем? В нашей стране. В неисполнении закона. Огромное количество законов. Да, я вас уверяю, что мы часто сталкиваемся с министерствами, ведомствами. Люди там работают на очень высоких должностях. Даже законы, касающиеся их ведомства, не знают. Не читают, не поднимают. Абсолютно их это не интересует. Потому что они же не служат государству. Они служат какому-то папе, который их взял на работу. Вот как папа скажет, так и будет. Законы для них отсутствовали. И дальше не думают, что так можно работать. Нет, так дальше, наверное, не будет. Вот, законы надо уважать. Аслан Зарина, знаете, я как раз вот тут в статье 27, где говорится об аттестации государственных административных вы что, законопроект целый день будем обсуждать? Не, мы будем тоже говорить о том... Мы уже заканчиваем, мы только заканчиваем. Этот всего лишь законопроект. Я понял. Он даже еще в первом чтении не принят. Я не думал, что... Если я знал бы... Нет, он и так получит толчок, но если я знал бы, что у вас только будет интересовать законопроект... Не, но если мы не будем обсуждать законопроект, мы можем о футболе поговорить. Не, чем о футболе. Он в первом чтении примем, а потом будем приглашать сюда. Я хочу задать следующий вопрос. Вот здесь есть такой пункт, где говорится о том, что общими принципами аттестации государственных служащих является прозрачность. Открытая процедура аттестации государственных служащих. Для меня, например, это очень интересно, и для наших зрителей тоже интересно быть в курсе дела, как происходит вот эта аттестация, что происходит с чиновниками. Им, наверное, будет интересно видеть также, как они растут. Что подразумевается под этим вот пунктом? Прозрачность, открытая процедура аттестации государственных служащих. Что каждый может прийти, если захочет, там болельщики и так далее. Нет, там посмотреть, как все это. Не, у нас же как? У нас, если за закрытыми дверями, то есть аттестуемый вышел, который 2 получил, он говорит, да, я все знал. Да, меня завалили. А меня завалили. Да, и пойди докажи, что ты этот, как его... Ну, сейчас современная техника, знаете как, вот правильно вы говорите, Инал? Это же мы часто тоже сталкивались и в университетах, и в учебных заведениях, где обычно люди не проходили аттестацию. Сейчас техника позволяет это все под контроль взять. И камеру поставить, допустим, заснять, и чтобы потом у человека действительно не было никаких претензий. Если у него будет претензии, ему позовут, как вот у нас было, аттестацию проходили же на знание государственного языка. Все на камеру записывали. Если какие-то претензии есть, пожалуйста, камера. Даже никаких проблем. Чтобы человек мог опротестовать, и это могли мы, понимаете, показать. Вот что означает прозрачно. Не обязательно там сейчас на студию вызвать человека, и чтобы он перед телекамерой на всю страну сдавал. Да, прозрачно, чтобы могли люди не просто так. Вот мы знаем,
и мамой клянемся, что он не сдал. Так не должно быть. Современная техника немножко позволяет по-другому действовать. Это хорошо, что вот будут новые технологии внедрены, да, и, наверное, в этом смысле многое будет сейчас на телефоне на самом сайте, скорее всего. Конечно. Да, вот. Ну, не хотелось бы, допустим, да, Валера, что человек не сдал. Да. Знаете, что сейчас на сайте показать, что он не сдал, вывесить, как он не сдал, этого нельзя делать. А вот тот, кто сдал, он должен, может быть, на сайт вывести, сказать, вот, молодец, человек сдал, прошел. Ну, вы знаете, я вот заметил, опять же, возвращаясь к некоторому опыту вот этих всяких конкурсов и так далее, по той же приватизации, я помню, там, ну, какой-то объект продали, там чуть ли там за 2 недели, да, объявили там, как бы, деньги собрать на такой объект, как бы, конкурс, чтобы участвовать в конкурсе. Понятно, что уже, как бы, все предрешено. Все знают, кто что будет участвовать. Вообще, конечно, можно соблюсти и в этом законе формальность, да, там вывешивать объявления, что вот такие-то места, ну там, может быть, опять же, если там в вопросе недвижимости там 2-3 недели там вывешивали, здесь можно там за сутки там вывесил или там повесил где-нибудь на сайте, тут же убрал или что-то с сайтом сделал. Поймите одно, что финал. Нам нужно, я к чему говорю, нам нужно, чтобы у нас все-таки такой механизм был, чтобы это было не для галочки, чтобы закон у нас реально работал. То есть не так говорит, а вот это мы все-таки делаем. Вот конкурс есть, у нас есть конкурс. Но нам нужен все-таки, если говорим об аттестации, нам нужна реальная аттестация. Если мы говорим конкурс, это реальный конкурс. Если государство не в состоянии провести, лучше тогда, как бы сказать, вот аттестация, мораторий на определенный период, там, допустим, 2-3 года, пока мы там морально не созреем, не подготовимся и так далее, лучше уж подготовить. Потому что у нас есть куча всяких законов, которые уже десятилетиями есть, но там смотришь, не работает, здесь смотришь, не работает. Здесь как бы для Близиру что-то показали, тут же как бы сделали так, чтобы он не работал. Где ты говорил, здесь для Близиру показали, очень близко ко мне было. Ну вот, видишь. Я хочу вас предупредить, у нас 3 минуты осталось. Вот видите как, вы говорили, у нас 3 минуты. Нас пригласили, сами говорили. Нас пригласили, сами говорили. Депутату о наболевшем. Дайте, я хочу сказать одну вещь. Законы пишут, есть гарант Конституции, есть гарант законности, есть люди, которые отслеживают законность, это наша прокуратура. Вот. Люди должны своей работой заниматься. И что бы мы ни говорили, кого бы мы во власть не привели, если мы не начнем исполнять свои законы, мы ни одного шага вперед не пойдем. Ни одного шага. Не люди назначаемые, а люди, которые будут исполнять закон. Человек, глава государства, сам должен дружить с законом. Совершенно верно. Чтобы требовать исполнения закона от других. И когда будет тяжело, будет больно, будет болезненно, но надо его начинать. Вот другого пути нет. В связи с этим хотел бы задать вопрос, скорее всего, вам обоим. Вот вы мне скажите, пожалуйста, они прошли аттестацию по конкурсу, кто-то прошел, и в течение некоторого времени мы видим, как этот человек справляется с работой или не справляется. Вот каким образом будет проведена оценка его работы? Нет, не 3 года. Если государственный служащий не справляется со своими должностными обязанностями, то по общему правилу, естественно, он подлежит увольнению. Это написано в трудовом законодательстве. Но здесь, не справляется, знаете, сейчас не совсем так катастрофически, трагически. Понижение в должности, увольнение. Но здесь, знаете, Валерий, здесь есть один момент, который в законе мы, к сожалению, не можем прописать. Когда, гражданин будет обладать профессиональными навыками, он будет подпадать под все квалификационные требования, но если у государственного служащего будет отсутствовать государственное мышление, то пусть он сдаст на 5 конкурс, на 5 с плюсом, то чиновника из него не получится. Понятно. К сожалению, в законе кстати, это не пропишешь. Там медицинская, вот, допустим, справка. Да, конечно. Справка там. Необходимо. Но вот поступил чиновник на службу, у вас здесь есть в статье 31. Первая аттестация государственных административных служащих. Первая аттестация
аттестации государственных административных служащих проводится по истечению 6 месяцев после вступления настоящего закона. Мне кажется, это гарантирует как раз то, что после того, как прошло полгода, можно уже подвести какой-то итог тому, как он соответствует своей должности. Нет, это имеется в виду закон, когда будет принят. Да. Первая аттестация по этому закону через 6 месяцев. Это не конкретно, кого приняли на работу. Это не по профессии. Заканчивая, я хочу вам просто подведем итог. Маленькую историю рассказать, что такое конкурс. И вот как конкурс выиграла наша соотечественница. Вот, она мне рассказывала, у человека не шла работа, ничего, понимаете, вот без работы осталась. И вдруг Росатом России объявляет конкурс юристов на 10 вакантных мест в управлении Росатома. Подали заявление 5000 человек по всей России. Из этих 5 выбрали 100 человек. Из 100 выбирали 10. И первым номером была выбрана наша соотечественница, которая это все прошла. Хотя Россию, говорят, называют там коррумпированной страной. Зовут ее Мактина, фамилия ее Барцец. Она сегодня очень известный юрист, работает в управлении Росатома, очень самодостаточный, богатый человек. Росатом, она вот через все эти конкурсы прошла и попала туда. Вот что делает конкурс, понимаете, а в то время, вот когда этот конкурс объявляли, этот человек абсолютно без работы. Там с Атомом не шутят. Не, дело не то, что шутить или не шутить. Вот что означает, все говорят, вот Россия коррумпирована, там все делается по блату, тоже, если у тебя есть деньги, тому нет, не всегда так. И вот здесь то же самое, надо начинать. И потихонечку многие наши граждане, которые действительно хотят, а на госслужбу идти, это первое, знаете, хотеть надо и уметь надо. Патриотизм какой-то должен присутствовать, знаете, у человека, чтобы служить Родине. И я убежден, что да, конечно, будет очень много проблем, много недостатков, будет возможности там искать, обойти этот закон и тому подобное, но растоптать его уже никому не получится, потому что новое руководство страны действительно хочет очень многое сделать нового. А это тот случай, когда набор на государственные службы будет очень прозрачным. Я думаю, что от этого будет польза в государстве. Мы надеемся на этом и мы будем подводить уже итог. Но то, чего у нас есть сегодня, как он у нас есть, это никому не нравится. Да. Хотя многие наши друзья, родственники, мы сами работали на госслужбе. Да. Не нравится это нашему обществу. Надо менять и в корне менять. Я убежден, что мы будем это все менять. Но нам нужно уже подводить итоги, и я думаю, мы все-таки уже подведем некую черту, и, коль говорим, у нас кадровый вопрос в теме, да, мы все-таки, наверное, это общество, да, каждый имеет своих родственников, там, друзей, и так или иначе каждому там приходится иногда просить за кого-то. И мне очень, наверное, важно все-таки понять, что отделить вот это частный интерес, он становится глобальным для всех. Это частный интерес. И мне кажется, все-таки, если мы когда-нибудь перешагнем вот через это и откажемся от этого, и, может быть, мы уже, наверное, по-другому будем, наверное, и жить. Ну, кстати говоря. Да, по-другому будем жить, потому что в реальности, наверное, вот эта проблема заключается в том, что у нас всегда мы все родственники, мы все друзья, и для нас это самое главное, да, и может быть, от этого и проблема у государства. И думаю, чиновник, он все-таки, когда мы говорим о кадрах, да, человек, как во времена Петра Первого там на кормление отправлялся, да, там деньги зарабатывал, да, чиновник. Чиновник должен служить народу, да, и за определенную зарплату, которая не будет, как сейчас, там, ниже уровня, минимального уровня жизни. То есть это такая зарплата должна быть, за которую ты потом должен с него спросить.
И думаю, что все-таки, да, вот тут Валера меня регламентирует, но тем не менее, да, мы все хотим, чтобы у нас был хороший чиновник, профессиональный чиновник, мы хотим, чтобы он хорошо зарабатывал, не брал взятки. Я вот тоже добавлю и закончим на этом нашу передачу в том, что не борзыми щенками, не долями, ничем. В том, что мы вот так живем, как только то, что ты описал, что не очень качественно, да, в том вот вины чиновников нет. В этом есть полностью их заслуга. Да. Я тебе скажу. Они это заслуживают. Я в одном никогда нельзя в прямой эфир идти, как где два журналиста. Они просто не дадут говорить, это раз. Вот. Да. Мы не можем хорошую концовочку вы придумали. А чиновникам я всегда говорю так. Они вспоминают, что ты их не родственник, когда их назначают или когда их снимают. Чтобы это вы знали. Так что они потом забывают о том, что где это работаешь. А вспоминают только, когда их куда-то надо назначить или когда-то снимать. И надо признать, что наши граждане все они наши. У нас лишних людей нету. И я убежден, что наступит то время, когда людей будут просить на госслужбу идти, потому что Абхазия все-таки привлекательная страна, и уровень жизни, и будет выгодно в коммерции работать и зарабатывать побольше денег, чем на госслужбе. И большая безработица, и вещи надо своими именами называть, конечно, и коррупция, привела к тому, что люди стремятся туда. Вот здесь ты шутя сказал. Знаете, как слухи распускаются, сколько за это короткое время ко мне люди пришли там по разным моментам туда устроиться, сюда устроиться, помочь и тому подобное. Надо понимать, что надо от этого уходить. Вот, чтобы от этого уйти, нам нужны вот такие законы. Зарина, бросьте, пожалуйста, белый платочек между нами. Завершите программу. Как один Мираб Борисович сказал, это что, не абхазское телевидение? Куда нас гонят? Там, знаете, конкурирующая фирма «Голос». «Голос». Всего доброго. Зарина, давайте подведем итог все-таки о целесообразности вот этого закона. Он действительно был необходим. Всегда как-то об этом много говорили. Теперь, насколько это все близко и реально осуществимо? Коротко. Ну, я могу надеяться, что до Нового года он вступит в силу. В обязательном порядке. Ну вот, я думаю, что действительно этот закон внесет Валера, свою лепту в борьбу с хочу сказать и профессионализм. одно, не только этот закон, вот это у нас большие реформы. Впереди конституционный закон, закон о местном самоуправлении, закон о формировании кабинета министров. Все это, понимаете, Рауль Дюмкович не тот политик, который слова свои наведет. Все, уже идет работа над всеми этими законами, люди в парламенте этим занимаются. Следующий год у нас год реформ. Хотя бы, понимаешь, хотя бы мы должны законодательную базу под это все подготовить. И, соответственно, этот закон будет один из тех законов, который продвинет наше государство вперед. Огромное спасибо вам за участие в нашей передаче. Действительно, кадры решают все. Так что... Они и раньше решали кадры все, сейчас просто как хорошо или плохо. Я с режиссерской точки зрения говорю, хорошо поставленный кадр. Огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях, во времени, в котором мы стоим, Хастагул Анта, были депутат парламента Аслан Кубахи и Зарина Габеева, юрист парламента Республики Абхазия. Всего вам доброго, спасибо за внимание, будьте здоровы, смотрите программу «Голос». Держу, да.